В эфире выпуск новостей, в студии Фатиме Сейдометова о последних событиях прямо сейчас. Противопролежневый матрас, кресельная платформа и уникальные койки. Центр паллиативной медицинской помощи получил новое оборудование. Крымский боксер проведет реванш за звание чемпиона мира. Газета «Яңа Дунья» подвела итоги детского конкурса. История творчества актера театра и кино. В Крымско-Татарском музее прошла встреча с Эшрефом Ягьяевым. Симферопольскому цирку имени Тезикова 60 лет. Капитальный ремонт больниц, зарплата работников и проведение диспансеризации населения республики. Эти проблемные вопросы обсудил глава республики Сергей Аксенов с главврачами медицинских учреждений Крыма. Также на заседании он выслушал отчет. На сегодняшний день в 25 медицинских организациях уже введены должности администраторов, прописанный функционал. Сергей Аксенов поручил Игорю Чемоданову назначить одного ответственного человека для обратной связи общения с пациентами. Чтобы главврачи не тратили на это время, а люди, которые занимаются этим разбивкой потоков, соответственно, они могли выйти и спросить, как поступить в такой-то ситуации, как быть. На совещании обсудили предстоящие планы на 2020 год. Депутат Госдумы Руслан Бальбек проинспектировал благоустройство симферопольских микрорайонов. Качественно ли выполнена работа и укладываются ли подрядчики в срок, знает наш корреспондент Севиля Меметова. Чтобы не делать целый круг и не ходить по грязи, жители микрорайона Фонтаны попадали на территорию школы вот таким вот образом. Теперь все эти неудобства позади. 3 года дискомфорта и 2 недели работы. По программе президентского фонда тропинку длиной 170 метров проложили на прилегающих к школе территории. Первыми красную ленту перерезали депутат Госдумы, директор школы и подрядчик. Гульнара Наримановна обратилась, нашли возможности оттуда, где-то кто-то материалом помог, и мы больше приняли участие в монтаже, в строительстве этой площадочки, этой дорожки. Эта тропинка сократит путь местных жителей в школу и в детский сад. Также мы открыли боковой вход, который по нормам разрешен, то есть дети беспрепятственно могут попадать в школу, а родители их могут, проводя ребенка в школу, дальше двигаться по своему пути в сторону автотранспорта, там остановок и всего остального. Подрядчики почти закончили и ремонт дорог на 2 улицах – Милевше и Ишиляда. Осталось сделать уличное освещение и нанести дорожную разметку. На это администрация города выделила 17 миллионов рублей. А вот в микрорайоне Ахмечет техника на переулке Илем и улице Сахарова работает почти круглосуточно. Здесь уже уложили тротуарную плитку и первый слой асфальта. Сегодня дорожники приступили ко второму. Руслан Бальбек уверяет, работу выполняют быстро и качественно. А это благодаря командному сотрудничеству подрядчиков, руководителей ТОСов и депутатов. Здесь, на этой дороге, на которой мы сейчас находимся, там, где выходят за рамки проектных решений, там подъездные пути индивидуально к домам, откликаются. Особенно, когда вопросы касаются людей преклонного возраста, либо социально незащищенных. Они идут навстречу, поддерживают, помогают, за что им отдельная благодарность. Ремонт планируют закончить 10 декабря. Севиля Меметова, Эрвина Миралеев, телеканал Миллет. Есть вопросы, ответим. В Евпатории открылся самый большой модульный центр «Мои документы». Его площадь более 700 квадратных метров. Ранее многофункциональный центр работал в арендованном помещении. По какому теперь адресу могут обратиться евпаторийцы за помощью в государственных и муниципальных вопросах, узнаем из следующего сюжета. Первый рабочий день сотрудников Евпаторийского МФЦ в новом здании начался в первый день зимы. За талонами уже выстроилась очередь. Валерий Чизганов сдавал документы на обмен паспорта в старое здание. Забирать пришел уже в новое. Очень рад, честно вам скажу, потому что центр, как с виду, он независимый, сам себе. Очень интересном, хорошем районе. Виктор Сушков в сфере социальных услуг работает больше года. Говорит, теперь условия для приема граждан стали еще удобнее. Мы сделали шаг к тому, чтобы людям стало удобнее получать государственные и муниципальные услуги. И людям стало комфортнее получать
то, что им нужно. Раньше центр работал в арендованном здании. Новое помещение более просторное. Оно оснащено по последним требованиям к многофункциональным центрам Российской Федерации. Здесь у нас есть доступная среда, туалеты для инвалидов, очень удобные условия для самих сотрудников. У них есть своя собственная комната приема пищи, у них есть большой удобный бэк-офис, своя серверная и автономное отопление. Модульный центр «Мои документы» в Евпатории считается самым большим на полуострове. В день 24 сотрудника принимают в среднем 700 человек. Количество окон для граждан не поменялось, график работы для граждан остался прежним, виды и перечень услуг остался тот же самый. Из востребованных все еще остается Госкомрегистр, он занимает 70-75% от всего количества оказанных услуг не только в Евпатории, но и по всему Крыму. Ну и 25% у нас занимают услуги МВД, это у нас прописка-выписка, замена паспортов. В праздничный день открытия МФЦ песни о любимой Евпатории исполнили творческие коллективы. За 5 лет работы многофункциональных центров открыто более 500 окон. Крымчанам оказано более 3,5 миллионов услуг. Каждый житель Республики Крым минимум получил по одной услуге, а кто-то даже больше. Всего предоставляется в ГБУ МФЦ 140 государственных и муниципальных услуг. Новое подразделение «Мои документы» стало 25-м в республике. Теперь жители Евпатории смогут обратиться за необходимыми услугами по адресу улица Советская, 5Б. София Шукурова, Фатиме Сейдометова, Герай Абдулаев, телеканал Миллет. В Симферополе около 600 жителей мест компактного проживания крымских татар уже подали заявление для оформления своих земельных участков по 252-му постановлению. Свое действие законопроект завершает 1 января 2020 года. Об этом стало известно на встрече представителей администрации города с общественностью микрорайонов Ахмечеть и Фонтаны. А тем гражданам, которые еще не успели подать пакет документов, необходимо написать заявление до конца этого года по улице Самокиша, 30. Кабинеты 41, 42, 44. В понедельник, в среду приемные дни. Просим всех не откладывать это на потом. Это паспорт гражданина, это схема расположения земельного участка, технический паспорт на дом и также иные документы по подключению воды, света, газа, если эти коммуникации к дому подключены. С местными жителями встретилась и депутат Горсовета Симферополя Гульнара Муртазаева. Она подвела итоги двухмесячной работы и рассказала о масштабных изменениях в микрорайоне. 5 дорог на сегодняшний день, в частности, это Ешильдах, Мелевше, Элем и Сахарный, уже проасфальтированы, твердое асфальтовое покрытие, исполнены работы, заказчиком выступает администрация города. Дальше движение будет больше, еще 7 дорог до конца 2020 года запланировано. Освещение на 4 улицах тоже также восстановлено. 9 миллионов рублей на новое уникальное оборудование в Симферопольском центре паллиативной медицинской помощи. Аналогов такой аппаратуры нет во всем Крыму. Ее закупили по госпрограмме «Доступная среда». Эльмас Аблакимова продолжит. Опустить горизонтальное, опять же, положение. Ниже она опускается. Нажатие одной кнопки и больничная койка меняет положение. Противопролежневые матрасы – инновация для центра паллиативной медицины. Вместо железных пружин – гель. К нему придается специальная система насосов, которые подкачивают в разные сегменты этого матраса воздух. И в связи с этим не происходит образование пролежней. Если человек, обыкновенный, нормальный человек в нормальном состоянии в течение сна ночью, он переворачивается с бока на бок, значит, спит на боку или может спать на животе, то человек, который в бессознательном состоянии, он этих движений производить не может. Эти движения производит за него матрас. Одна койка стоит примерно 1 миллион рублей. Таких в центре 2. Это не предмет роскоши, а острая необходимость, говорят медики. Пролежни нередко становятся причиной смерти пациента. Это огромная рана, которая присоединяется инфекция, то есть масса, потом развивается почечная недостаточность, не дай бог. Паллиативная медицина облегчает страдания тяжело больным. Чаще всего пациенты Симферопольского центра – маломобильные пожилые люди с неизлечимыми болезнями. Зданию паллиативного центра в Симферополе более 100 лет. Здесь технически невозможно установить лифт. И спасением для больных стала вот такая вот кресельная платформа. Аппарат зарубежный, может поднимать вес до 240 килограммов. Джойстик на ручке, чтобы управлять креслом вверх или вниз. В России таких лифтов всего 3.
Простой подъемник здесь нельзя приспособить, потому что угол наклона лестницы очень крутой, и пациенту это будет не очень удобно и комфортно. Идет именно приспособление, идет к лестнице. Не надо настраивать ничего, не надо его тянуть по лестнице. Эти новинки – первые шаги в обновлении центра. Капитальный ремонт двухэтажного здания запланирован на следующий год. Эльмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. 36 миллионов рублей выделили на реализацию программы комплексной реабилитации инвалидов. Об этом сообщила заместитель исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты Крыма Елена Лось. Проект входит в государственную программу «Доступная среда». Это приобретение оборудования для реабилитационных центров, отделений реабилитации, которые находятся в ведении нашего министерства, а также в ведении Министерства образования. Государственная программа «Доступная среда» реализуется в Крыму с 2014 года. Она рассчитана на адаптацию учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Программа охватывает 78 учреждений, среди них объекты здравоохранения, соцзащиты, образования и другие сферы. Согласно Федеральному реестру инвалидов, в Крыму зарегистрировано около 130 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В Симферополе прошла акция «Стоп ВИЧ». Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом волонтеры и врачи приглашали людей пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Руслан Минаев с подробностями. Молодой человек, не желаете дать бесплатный тест на ВИЧ? Студенты медицинской академии на день стали волонтерами. Их цель – выявить вирус иммунодефицита на ранних стадиях. Для этого нужно проинформировать максимальное количество людей о бесплатном тесте на ВИЧ. Люди подходят, сдают, некоторые пробегают мимо в силу того, что просто куда-то опаздывают или торопятся, а кто-то вот подходит, сдает анализ крови. Процедура анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию короткая. Забор крови занимает всего 5 минут. На приборе высвечиваются полоски. Одна говорит о норме, две означают, что у человека есть признаки вируса иммунодефицита. Таких пациентов отправляют в центр профилактики. В рамках акции запланированы просветительские мероприятия, уже без тестирования. Эти мероприятия запланированы у нас в библиотеке имени Франко, но уже прошло, запланировано в библиотеке имени Пушкина. За последние 3 года темпы эпидемии ВИЧ-инфекции хоть и упали, однако в целом ситуация в странах Восточной Европы сложная. Об этом сообщил главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин. Обследовано на медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие ВИЧ свыше 430 тысяч. Это первый шаг для понимания распространенности ВИЧ-инфекции в данном конкретном регионе и, естественно, правильной оценки сил и возможностей при планировании организационных действий. В этом году выявлено более 1000 случаев инфекции вируса иммунодефицита. Из положительной динамики в Крыму отмечают, на сегодняшний день снизился уровень вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции. За последние годы участились и звонки на горячую линию. Пациенты, которые нам звонят, они выходят из тени. Они говорят, что у них есть эта инфекция. Они спрашивают, куда им обратиться. Специалисты в очередной раз напоминают, что раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать лечение. Руслан Минаев, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Редакция газеты «Яңа Дунья» подвела итоги детского конкурса «Балалар Дуньясы. Мир ребенка». Кто стал победителем интеллектуального соревнования, знают наши корреспонденты. В уютной редакции газеты со столетней историей собрались маленькие талантливые читатели. Они рассказывают стихотворения и исполняют песни. Вот уже 10 лет в газете «Яңа Дунья» публикуется приложение «Балалар Дуньясы» – страница для детей. Каждый месяц эксклюзив, фольклор, рисунки, стихотворения, рассказы юных талантов и публикации учителей со всего полуострова. Каждый год редакция газеты проводит творческий конкурс для маленьких читателей, а в конце года подводит итоги. Сегодня мы пригласили наших 6 ребят-победителей. Будем их награждать. Наша главная цель – сохранить наш крымско-татарский язык, привить детям любовь к родному языку. Победитель в номинации «Рассказы» – ученик 6 класса Амедия Дулаев. На протяжении года он публиковал рассказы в газете «Яңа Дунья». Победу юный писатель получил за самые трогательные работы об истории незаконного выселения его бабушки и дедушки и за рассказ о своем друге. Я пишу сразу
на русском языке, потом перевожу на крымско-татарский. Если каких-то слов не знаю, использую словарь Сирана Усейнова. Рассказы я читаю своим родным. 4-летняя Салия Черфе-Мустафаева – победительница в номинации «Лучшие рисунки». Ее работы высоко оценила редакция. Один из самых лучших рисунков, по мнению сотрудников газеты, священное место для мусульман – Кааба. Я участвовала в конкурсе и хотела получить подарки. Моя внучка регулярно участвует во всех конкурсах. Недавно она заняла 1-е место в конкурсе от организации «Булюр». И сегодня она победительница. Нас это очень радует. Я надеюсь, все эти дети в будущем будут известные писатели и художники. Огромная благодарность редакции газеты «Яна Дунья». Эминия Асанова – 2-я победительница в номинации рисунков. Сегодня она еще и исполняет национальный танец «Тым-тым». Родина, Крым, крымско-татарский язык, история народа, природа, культура и религия стали основными темами конкурса «Балалар Дюньясы». Всех победителей наградили ценными подарками. София Шукурова, Лилия Люманова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Истории за кадром большого кино и театрального закулисья. В Крымско-татарском музее прошла встреча с заслуженным артистом Республики Крым Эшрефом Ягьяевым. Интересный собеседник, многогранная личность с сильным голосом. Таким предстал актер пред своими поклонниками. В его исполнении прозвучали песни и отрывки из знаменитых спектаклей. Этот доклад, понимаете, я писал сам. В этом году Эшреф Ягьяев отметил свой 55-летний юбилей. В его творческой шкатулке 19 лет в большом кино и 30 лет на сцене театра. Более 50 ролей. По словам Эшрефа Ягьяева, способности к сценическому искусству у него были с детства. Участвовал в школьных спектаклях и играл на музыкальных инструментах. Но стать актером не планировал. Для меня все пьесы важны, ведь все сыгранные роли переживаются изнутри, произносятся через все сердце и там же остаются. Это как дети, выученные, выстраданные. Их разделить и сказать, кто лучше, невозможно. Мероприятие прошло в рамках Года театра при поддержке Министерства культуры. В нем приняли участие преподаватели и студенты Крымского университета культуры, искусства и туризма. Театр – это не только его история, но это актеры, их роли, их поиски, их свершившиеся и не свершившие надежды на сцене. И поэтому всегда интересно услышать от первого лица. Самым танцующим в КФУ имени Вернадского стал факультет крымско-татарской восточной филологии. Это звание студенты получили на ежегодном открытом конкурсе студенческого танцевального мастерства «Танцпол факультетов 2019». В нем участвовали 75 исполнителей творческих коллективов. Гала-концерт конкурса прошел в 2 тура. В первом конкурсанты показали свои сольные дуэтные номера, во втором – коллективные. Новым в этом году у нас является то, что наша система оценивания усовершенствована. Она направлена на то, чтобы ребята совершенствовали свое техническое мастерство. Свои эстетические вкусы они растили год от года, и это видно. Тем не менее, новая система оценивания позволит наградить действительно тех, кто обладает определенной техникой. Удивительный, волшебный, сказочный. Симферопольский государственный цирк имени Тезикова отметил 60-летний юбилей. В честь круглой даты артисты подготовили шоу гигантских фонтанов. На празднике побывала Диана Бекмамбетова. Шоу гигантских фонтанов на арене Симферопольского цирка. Представление развернулось на специальном манеже. Задействованы 25 тонн декораций и 120 тонн воды. Под куполом сошлись воедино лазерные лучи и высокие фонтаны. Артисты исполняют карнавальный танец в ярких костюмах. Творческая труппа подготовила современное шоу в честь 60-летия столичного цирка. В программе лучшие жанры циркового искусства. Среди них гимнастика, клоунада, дрессировка, фокусы, акробатика. Дрессировщик Александр Хлыстов приехал на гастроли из Геленджика. Он представляет публике своих друзей – морских львов Лизу и Пеле.
Трюки животных – любимая часть программы юных зрителей. 4-летняя Алиса Беседина старается ходить в цирк каждые выходные. Леопарды дикие слушаются своих, которые выступают. И им нравится, что они послушные и красивые. Стационарный цирк в Симферополе построили осенью 1959 года. Его возвели в самом центре города. Первые 2 года был открыт только летом. Из-за высокого спроса среди зрителей стал работать круглый год. Сейчас Симферопольский цирк входит в 5 лучших в СНГ. Симферопольский цирк двигается такими очень большими широкими шагами вперед. И нам удалось, во-первых, самое главное, что цирк в Крыму наш любит. Он пользуется большим спросом, уважением. Мы стараемся своему зрителю отвечать тем же. Каждый месяц творческий коллектив показывает 20 представлений. За год проходит более 200 спектаклей. На арене Симферопольского цирка выступали народные и заслуженные артисты СССР. Юрий Никулин, Леонид Янгибаров, канатоходцы Ташкенбаевы, Игорь и Эмиль Кио, Людмила и Владимир Шевченко. Наша заслуга, и мы продолжаем также в каждой программе приглашать каких-то, помимо молодых актеров, хороших, интересных, мы обязательно приглашаем каких-то именитых лауреатов Монте-Карло, лауреатов Парижа, Китая, Москвы. Со знаменательной датой артистов поздравляют представители руководства республики. Большая гордость. Это великолепная группа. Это замечательное здание. Это традиции художественного руководства. В следующем году в цирке обновят техническое оборудование, переоснастят звук, свет и светодиодные экраны. Диана Бекмамбетова, Аким Бекиров, телеканал Милет. В шаге от титула чемпиона мира в бою с американцем Марио Барриоса крымский боксер потерпел первое свое поражение в карьере. Батыр Ахмедов решил воспользоваться правом на реванш. Поединок запланирован на весну 2020 года. Как проходит подготовка к матчу на родине и когда Батыр Ахмедов отправится в тренировочный лагерь в США, узнавала Наджия Исаева. И Батыр Ахмедов, как видите, и не думает сбавлять обороты. Просто постоянно нависает над противником, ни секунды не дает ему отдохнуть, восстановиться. Расчетливые движения, быстрые и четкие удары. И крымский боксер Батыр Ахмедов уверенно борется за титул чемпиона мира в США. Его соперник Марио Барриоса, американец, не знает поражений на профессиональном ринге. И бой, к удивлению многих, начал выравниваться. Вот последние минуты финального раунда, и Батыр Ахмедов пропускает удар. Пояс чемпиона уносит Марио Барриоса. Чемпион мира по версии WBA в суперлегком весе Марио Барриос. Кстати, посмотрите на левую часть лица Барриоса. Там один огромный синяк. Многие эксперты не согласны с решением судей. Спорными были и первый, и второй раунды. Батыр доминировал почти всю дистанцию и лишь в последнем 12-м раунде потерял равновесие, но готов был продолжить бой. Его соперника обязали незамедлительно дать реванш. Мы потом сразу же подали протест на решение судейства. Они у нас их приняли и вынесли решение о том, что он должен мне дать незамедлительный реванш, так как бой был несправедливый решение. Вот сейчас у нас ведутся переговоры о бое, непосредственно реванша. Ну, думаю, дай бог, в начале 2020 года уже титул чемпиона мира вернется в Крым. 28-летний спортсмен впервые боксировал за титул чемпиона мира. Потерпел первое свое поражение в карьере. 7 побед из 7 проведенных, 6 из них взяты нокаутом. Непростой режим, многочасовые тренировки, такой образ жизни у боксера. Вся тяжелая работа остается за большим рингом. Удары правые и левые, прямые, боковые снизу. Тренировки боксера напоминают бой с тенью. Батыр Ахмедов быстро передвигается и отрабатывает нужные движения. Встал, сел, встал, сел, встал, сел, встал, сел. Устоять на профессиональном ринге Батыр Ахмедову помогает тренер. Крымский спортсмен прошел уроки бокса в десятках мировых спортивных школ. Утверждает, должного внимания к защите, как Сергей Лапин, за границей никто не уделяет. Я всегда стараюсь возвращаться в этот зал и взять хоть какие-то
навыки, опыты от своего тренера Сергея Юрьевича Лапина. Ну, тренер, который воспитал 3 олимпийцев, это не может быть слабым тренером, то есть поэтому результат сам за себя говорит. В профессиональный бокс Батыр Ахмедов пришел поздно. Его выход на большой ринг никто не верил. Когда в 2009 году пришел неизвестный парень, все думали, ну, 19 лет, ну, старенький уже. Ничего, через 2,5 года он выполнил мастера, через 4 мастер спорта международного класса. Вот. Поэтому дело в том, что надо в человеке вот увидеть зерно, спортсмене увидеть зерно, и это зерно начинает развивать. Сейчас крымский боксер готовится к реваншу у себя на родине, а через месяц отправится в тренировочный лагерь в США. Бой за титул чемпиона мира запланирован на март 2020 года. Наджия Исаева, Эрвин Амиралиев, телеканал Миллет. Соревнования по регби среди юниоров прошли в селе Новопавловка Бахчисарайского района. За звание лучшего боролись 6 команд из Ялты, Феодосии, Севастополя, Симферопольского района и специальные гости из Краснодарского края. Подробности в сюжете Султаниси Такаевой. Построение в шеренгу, наставление тренеров и пожелание победы. Так в селе Новопавловка Бахчисарайского района торжественно начинается состязание по регби среди юношей до 15 лет. И наш любимый вид спорта будет развиваться в том направлении, чтобы достичь вершин, которые перед нами стоят. Сегодня мы хотим, чтобы этот вид спорта был номер 3, как минимум, пока в игровых видах спорта. Так что удачи вам, успеха, пусть победит сильнейший. Игра началась на одном поле, сразу 4 команды. Севастопольский «Грифон» против Сапсана из Симферопольского района, а также спортсмены из города Усть-Лабинск Краснодарского края с ялтинскими игроками. Правила регби простые. Игроки должны передавать друг другу мяч и как можно быстро донести его к зачетной зоне и поразить ворота соперника. Матч проходит в 2 тайма по 8 минут, а после 2-минутного перерыва команды меняются воротами. Мы активно развиваем этот вид спорта. И с целью того, чтобы обкатать ребят, получить новый опыт, так как регби там новое у нас, только начали этим заниматься, мы привезли ребят сюда. До этого мы устраивали турнир у себя в Краснодарском крае, в Усть-Лабинске, и приглашали команды с Крыма. То есть начали с ними дружить. Небольшой опыт не помешал краснодарскому бойцу одержать победу после первого матча. Капитан команды Вячеслав Топильский в этом спорте только год. И ему уже удалось собрать единомышленников и достойно представить свой город на соревнованиях. Ко мне пришел мой друг и говорит: давай сходим на регби. Ну, мы, получается, пришли с ним, и оказалось так, что мы были одни из первых, кто посещает это. Так дальше мы стали звать своих друзей и набрали хорошую команду. На второй половине игра закончилась поражением команды «Сапсан» из Симферопольского района. Сыграли очень напряженно, проиграли, но все равно мы старались, как могли. Ничего, в следующий раз, может, победим, будем больше тренироваться. В республике регби начали развивать в КИПУ под руководством Февзи Якубова. Первую сборную стал тренировать Вилор Месицкий. Сегодня крымские соревнования достигли всероссийского масштаба. Команда регби у нас там давно существует еще. С Рахметли Февзи Якубовым мы это все создавали, как бы он мой наставник. И мы это делали. И вот регби, благодаря нам тоже, вот нашему вузу, существует в Крыму и вот эту форму приобрел. До конца года федерация будет формировать большую программу по развитию регби в республике. А в следующем году все команды смогут участвовать в региональном первенстве. Естественно, мы будем использовать 2005-2006 год для того, чтобы они участвовали в всероссийской организации. Мы сейчас делаем региональное первенство, которое тоже будет реализовано в 2020 году. И оно будет охватывать весь Крым. И я думаю, что Севастополь мы тоже включим в свое региональное первенство. Победители турнира попадут в сборную Крыма и будут представлять республику на всероссийских соревнованиях. Султаниси Такаева, Санди Вадинов, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. После небольшой рекламы смотрите прогноз погоды на телеканале Миллет. Всего доброго.